Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В Якутии продолжается реализация республиканской стратегии развития Арктики, где в 13 районах проживают постоянно 68 тысяч коренных жителей. Реализуемые государственные программы, направленные на повышение качества жизни в Арктике. Как меняется жизнь в северных районах? Об этом и не только. Гостья студии Ольга Балабкина, заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот, как мы знаем, в арктических районах были построены торгово-логистические центры. Какую эффективность они показали, ну и каковы их дальнейшие перспективы? Безусловно, ни для кого не секрет, что поставка продуктов питания, особенно социально значимых, в арктические улусы республики, так же, как и в труднодоступные, отдаленные районы нашей республики, является неэффективным и неинтересным с точки зрения коммерческого результата. В связи с этим очень долгое время на наших северах, по сути дела, были достаточно высокие цены уже в постсоветский период на основные продукты питания, что не могло не беспокоить руководство республики. А на настоящий момент уже введены и действуют порядка 14 торгово-логистических центров в различных непосредственно улусах нашей республики. И эти центры, они прежде всего выполняют роль мест, где непосредственно сама по себе доставляемая продукция собирается, потому что именно отсутствие места хранения и являлось базовым основным затратным для тех, кто привозил продукцию на север. Эту функцию сейчас ТЛЦ выполняют. На что хотела бы обратить внимание. Мы не стоим на месте, а вместе сейчас с Министерством развития Дальнего Востока выполняем задачу, связанную с обратной загрузкой ТЛЦ, для того, чтобы непосредственно то, что мы привезли после его реализации на территории того или иного арктического улуса, соответственно, мы еще и получили обратную загрузку. Очень часто, ни для кого не секрет, многие задают такой вопрос, почему мы не возим с Арктики рыбу, не возим там мясную продукцию. Это такой достаточно расхожий вопрос, который волнует многих якутян. И поэтому, насколько возможно, смогут на настоящий момент логистически, финансово ТЛЦ разрешить эту продукцию и быть пунктами приема этой продукции, да, и в том числе, например, и дикоросов, мы уже непосредственно скажем после проработки всех вопросов, но сейчас именно в этом направлении работаем вместе с Министерством Дальнего Востока Российской Федерации. Называя вот такое большое количество ТЛЦ в арктических районах, я прежде всего исходила из его инфраструктурных составляющих. 2024 год главой республики был объявлен годом детства. Вот какая работа проводится правительством по детству в арктических улусах? Ну, безусловно, для арктических детей, наверное, прежде всего важно не только обучение, получение услуг, то есть практически все дети у нас получают сегодня доступные услуги по образованию, по здравоохранению, по культуре, но и, конечно же, выезд. Но нужно сказать, что выезд детей на летние каникулы. И вот для арктических ребятишек, для них есть два вида выезда, которые сегодня получают поддержку из государственного бюджета. Это прежде всего их привоз из мест кочевий, непосредственно коренных малочисленных народов Севера. Это тоже осуществляется за счет бюджета. Ну и, соответственно, выезд в более солнечные регионы нашей страны, но и в то же время в лагеря, находящиеся на территории Республики Саха-Якутия. Необходимо обратить внимание, что это осуществляется за счет программы «Дети Арктики». Она носит как федеральное, так и республиканское финансирование. И, конечно, не без участия арктических улусов. Мы все чаще сталкиваемся с новыми неожиданными проблемами, угрожающими безопасности наших детей. Да, дорожно-транспортные происшествия, утопление, гибель при пожарах и так далее. Нам нужно научить детей и подростков оценивать уровень опасности. Кто должен, по-вашему, защищать детей и научить их безопасному поведению во всех сферах жизнедеятельности? Безусловно, я являюсь председателем Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних, и каждое утро вижу сводку, по которой, те происшествия, которые происходят у нас с детьми. И, конечно же, уровень тревожности, который сегодня есть в обществе, да, он и должен быть непосредственно обеспечен уровнем безопасности наших детей. Нужно обратить внимание на то, что вопрос, который вы сейчас задали, да, на него ответ только один. Безусловно, это должна сделать семья.
Государство для этого должно создавать условия, которые бы позволили эту безопасность значит, реализовать уже в последующем. А так, например, когда мы вот в начале этого лета увидели порядка там 600 штук самокатов по городу Якутск, их не заметить никто не мог. Но, как оказалось, поставив эти самокаты, предварительно не дали рекомендации о том, как ими пользоваться, посчитав, что этим научатся, это научатся делать сами дети, да, или, значит, там взрослые, которые будут ими пользоваться. В результате этого на комиссии мы рассматривали этот вопрос, так же, как и на межведомственной комиссии по профилактике, и говорили о необходимости таких профилактических, предупреждающих мер, что родители должны объяснять, школа должна объяснять. Соответственно, значит, после окончания учебного года школы должны в обязательном порядке рассказать о всех мерах безопасности. Это прям золотое правило должно быть для наших детей. Но анализ гибели детей за полгода, он показывает устойчивую тенденцию, связанную все-таки с неправильным поведением на водных объектах. И разбирая на комиссии буквально в начале этой недели, очень многие главы муниципальных образований, отчасти, они лишь только ограничиваются тем, что поставили запрещающие знаки. Но ведь помимо запрещающих знаков должны быть и оборудованные места для купания. Соответственно, уже и спрос, и спасательская история будет на более высоком уровне. Поэтому, конечно же, если раньше уровень тревожности в данном вопросе в прошлые годы был меньше, сейчас уровень тревожности больше, и, соответственно, одними знаками мы и не обойдемся. Но и я выходила и на брифинге, говорила об этом и сейчас, хочу повторить. Появились новые гаджеты. Гаджеты как связанные, значит, которыми пользуются наши дети. Да? Это и телефоны, и планшеты, да, которые являются, нагреваются, да, как бы. Вот эти все истории, которые мы слышим с телевидения о том, что там взорвался гаджет, телефон, а он, в принципе, он не обойдет никого, если не объяснять детям эти правила. Да. Это безусловно. Так же, как и с бассейнами. Ведь по большому счету, конечно, в такую жару очень многие уже сегодня себе позволяют огромные бассейны, но за детьми нужно следить. Это происходит на дачных участках, и здесь не выйдет государство никуда, кроме как только не с предостережением с точки зрения того, что так нужно поступать. Поэтому новые вызовы и новые тревожности у родителей. Ну, безопасность детей, в первую очередь, начинается с родителей. Конечно. Ну, безусловно. То есть государство создаст условия и создает эти условия, но объяснять о том, что с велосипеда нужно сходить, когда ребенок, значит, перевозит велосипед по пешеходному переходу, ну, это точно из категории обязанностей родителей. Безусловно. Ну, теперь поговорим о теме лесных пожаров. Да, вот расскажите про реализацию проекта сохранения лесов, нацпроекта «Экология» в части технического обеспечения. Ну, безусловно, да, как бы мы понимаем, что вырубленные, погибшие или поврежденные леса, они должны восстанавливаться, должно осуществляться их воспроизводство. Воспроизводство осуществляется как путем восстановления лесов, так и путем ухода за лесов. Это уже такие, особенно для лесников, достаточно правила, значит, такие известные, да. Но, наверное, ни для кого вот если брать внутрянку всей этой истории, вообще как это осуществляется, наверное, многие не знают о том, что у нас как проводится естественное восстановление лесов, так искусственное, так и проводится и комбинированное восстановление лесов. Кто это осуществляет? Ну, во-первых, как бы естественное здесь понятно, есть соответственные, значит, работы, которые проводит наше лесничество для того, чтобы, значит, естественное восстановление лесов осуществлялось. Есть ну, я имею в виду о природных процессах, там, досадки, подсадки, да, значит, ухода как такового. Есть компенсационное восстановление, которое осуществляют наши лесопользователи. То есть если значит, нужно, чтобы это все понимали, что если недропользователи, лесопользователи получают участок леса в пользовании, да, то, соответственно, на нем есть и обязанность восстановить ровно то количество, которое, соответственно, было, значит, им задействовано в работе. Ну и, конечно же, есть восстановление лесов за счет субвенции из федерального бюджета, которое осуществляет наш Якутлесресурс.
Ну и, конечно, я призываю всех не забывать садить деревья возле своих домов. Ну вот Да, это, начинать хотя конечно, бы с этого, да, да. не лесовосстановление, но тем не менее их нужно садить. Вот расскажите о программе лесовосстановления вообще, да, как она проходит в Якутии, вообще какие есть достижения по этой программе? Вот если говорить, как раз я о ней начала Да. говорить, да, вот в продолжении, то если о ней говорить, то нужно обратить внимание, что сегодня уже достаточно активно все в нее включаются. Да, и есть даже существуют уже партийные проекты, да, существуют, все-таки люди стали больше к этому относиться более трепетно. Ну, Поэтому учитывая, она да, реализуется через наши структуры. Якутлесресурс, через лесничество, наши недропользователи осуществляют. ну, учитывая, да, последние годы такие сложности с лесными пожарами, люди у нас к этим процессам подключаются достаточно Ну, конечно, активно. это же кислород, и все это понимают. Ольга, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем дальнейшей успешной работы на благо нашей республики. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.